Доброго времени суток всем, кто нас смотрит, наши дорогие подписчики, читатели смарт-библиотеки 203. И это наш проект «Встречаемся в Смарт». Сегодня у нас в гостях артист Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия, певец, автор песен Иннокентий Лебедев, Амикан. Здравствуй. Здравствуй. Откуда ты сюда к нам пришел? Что ты делал до нашего интервью? Ну, как и все, я находился дома. Но помимо этого, мы творческие люди, поэтому нам нужно что-то делать, сочинять, например, творить, вот так встречаться, проводить время именно в творческом направлении. Да, но сейчас мы не можем проводить время в больших составах, поэтому втроем это, в принципе, логично, то есть нормально, разрешено. Так, и первый вопрос такой, да, ты сейчас о здоровом образе жизни. Ведешь ли ты здоровый образ жизни, или же ты в себе ни в чем не отказываешь и кушаешь все подряд, или же ты прямо следишь за калориями, или там каким-то спортом занимаешься, может быть? Определенно таким спортом я не занимаюсь, а так в свободное время я хожу в походы, сам один беру рюкзак и сразу иду шагать. По сопкам каждый день хожу где-то километров 10-12, так лазаю, хожу, смотрю, изучаю, обедаю там, сидя в самом пейзажном месте вообще. Бывал ли ты у нас раньше? Я провел немножко тебе экскурсию. Что ты можешь рассказать нашим зрителям? Здание новейшее такое, по архитектуре вообще красивое здание. И кабинетов очень много, наверное, там очень много чем занимаются, как и эта студия, например, поэтому вообще на уровне. Хорошо. Всем хочу напомнить о том, что читательские билеты начнем раздавать, так сказать, после того, как наша библиотека откроется официально для всех наших читателей. Приобретайте читательские билеты, становитесь нашими читателями, приходите к нам в библиотеку, у нас здесь очень много интересной литературы и много можно чем заниматься, много чему можно научиться.
Я знаю, что ты солист группы «Уй Соло». Вот, расскажи, это твоя группа, считается, о своей группе, в которой ты вот, являешься солистом. Андрей Бусиков, соло-гитара, Семен Алексеев, бас-гитара, барабаны, Алексей Ефимов и клавишник Пронин Николаев. Ну, он уже сейчас в данное время не... Ну, сейчас вот гитарист Арсен Федоров. Я и гитарист Арсен Федоров. И вот он, да? Еще и ты, получается, вокал, да? А какие вот места вы успели посетить? У вас гастроли, наверное, скорее всего, будет? Да, в школе в Усу ездили на гастроли. По идее, за пределы нашей республики. Ну, они выезжали, они в Грузию выезжали. В Грузию это со мной, да. А до этого... В Америку ездили они. А вот я с ними определенно так никуда не ездил. А вот почему? Меня всегда интересовал этот вопрос, почему ты в США не поехал? В то время я не был в группе, уже выходил. А кто у них был вокалистом? Кюнай Алексеева была. Ага. Она пела. Сейчас она Микумянова, да? Да. Сейчас чем занимается группа и активно ли вы репетируете или же, как все это происходит последний год? Да, мы сейчас находимся в здании театра эстрады. Там представили нам студию, поэтому мы там базируемся. С театром эстрады есть проект Рамкута, и парни участвовали, каждое мероприятие делали. Это группа Соло и наши тоже братья Туман, группа Туман. Как бы чередуя, они устраивали концерт артистов. Это последний год, получается? Ну да, вот до конца, до начала самозарядки. То есть ваша база сейчас группы Соло находится в театре эстрады. О твоей работе сейчас в театре эстрады, как у вас обстоят дела? Дистанционно мы работаем, но 1 июня уже мы как бы уже в отпуске. Так до этого дистанционно работали. Во всех мероприятиях мы отправляли видео, мы снимали видео, пели, как бы все равно работали. А так до этого, до самоизоляции, у нас проводились всякие концерты, спектакли, например, да. Участвовал, я уже 5-й год работаю, поэтому во многих спектаклях я участвую в главных ролях, поэтому были всегда движения, а вот сейчас уже как бы... Расскажи вот о своих ролях, вот именно как актер, получается, да, как артист театра, о своих ролях в спектаклях, вот именно театра эстрады. Моя первая роль была в постановке Сергея Потапова «Ты мыналом пиздан холпа». Это по произведению Тимофея Сметанина «Лаукута не будет ставить». Я играл Лаукута. У тебя была главная роль? Мне была тоже режиссер Сергей Потапов, спектакль «Уйбанчик», именно про военное время, именно парня, молодого парня, рядового парня, который умер в первом бою, в первой же атаке. И там я играл Уйбанчика самого. Тоже у тебя главная роль. Получается, у тебя 2 главные роли, но я знаю, что у тебя есть еще одна главная роль, потому что там 6 было главных ролей. Да. Это вот мой мюзикл, да, получается, да, мюзикл Татьяны Чаранской. И, как бы я композитором там был, «Чудный костюм». Расскажи немного об этом опыте, о «Чудном костюме». Мне, конечно, понравилась твоя музыка. Спасибо. Вообще были песни вообще сам на уровне. То есть даже, я не знаю, там уже за пределы нашей республики должны уже быть это, воспринять как-то должное, например. Поэтому после вот самоизоляции, наверное, будем куда-то ездить, больше ездить уже со спектаклями. Да, тем более, что сейчас директор Татьяна Николаевна Шаранская. Вот. Надеюсь, она будет продвигать даже мюзикл. Я за него тоже очень волнуюсь, как за свое дитя. Вот. А вот любимая твоя роль и любимый твой спектакль, даже, может быть, в котором ты не участвовал, именно вот в театре эстрады? Сложно сказать, наверное. У каждой роли есть своя фишка, изюминка, да.
А ты бы хотел бы, допустим, как вот актер, да, себя реализовать, сняться в каком-нибудь кино или же в короткометражке, может быть, в сериале каком-нибудь? Был опыт, когда снимали фильм «Тайман Татталы». Это про Степана Семенова, фильм музыканта Степана Семенова, отец Сайсарко, поэтому Это биографический фильм. биографический фильм был. Он вообще награду получил в Лос-Анджелесе на кинофестивале. Я слышал про этот фильм, да. Первый азиатский кинофестиваль был, там получил номинацию за лучшую музыку. Моисей Капиков получил. Но главное, там председателем был этот режиссер, создатель «Терминатора». Сам он был председателем этого азиатского фестиваля. Ничего себе. Я хотел бы ты вот на свои песни сделать клип какой-нибудь, да. Клип, то есть снимать. Например, есть песня, моя песня «Аммакутова». Вот, например, я хочу его снять, когда будет цветать сардан цветки. В каждой песне есть свое время. King Sardang hati Kemabulan Solbu dan sedanting Jauh Gülülgenin Udamu olan Oloq pun saygadın Sardan Allah Kiye konuga İri gittin Igatudan Jumpo tak tahu Amang ketila El bige Ti Iwotuga Dolgum nurah Ostar Rasalam En Tilboluma Kuharduman Kenatın sulunan Sardan Allah Konuga İri gittin Igatudan Jumpo tak tahu Amam ketila El bige Что ты можешь рассказать, вот, допустим, о своих последних песнях, о релизах, и где их можно услышать? Выпустили в этом месяце два релиза. Это песня «Аммакутова», которая вышла, по идее, в прошлом году, но в этом году уже как бы во всех музыкальных площадках тоже. И сделали дуэт, песню дуэт сделали продакшн Starlight, и мы с Михаилом Кычкиным спели дуэтом эту песню. Слова и мелодия моя была. Как называется песня? 2020. Как-то уже обыденно стало называть песни именно с первого слова, да, песни. Или из припева? Или с припева, типа
Аттыгар, типа так назвать, что Аттыгар Ри, так. Просто понравилась цифра Ри. А вот аранжировка чья? Но основные делали это Николай Михеев, Константин Ковлюков на Толпанку и Алишер Сальдин. Я слышал эту песню, она мне очень понравилась. Аранжировка на высшем уровне, и то есть, ну, как произведение, оно законченное такое. Слышно, что работали ребята, у которых большой опыт и очень хороший вкус. Планируешь ли ты сольный концерт вот после карантина? И Да, как ты конечно, его да. видишь? Он будет с живой музыкой? Или Да, он, конечно, будет живой музыкой. И хотелось бы вообще симфонию сделать. с симфоническим оркестром? Да. И группой, ну, с моей группой, И соло. соединить как-то. Друзья, наверное, помогут. У меня очень Я думаю- много хороших музыкантов на друзей. Я думаю, у тебя будет еще и акустический какой-то блок, да? То есть это Акустический блок тоже будет. официально тебя приглашаем сюда, Вообще здорово. найдем еще одного музыканта и втроем можем записать что-нибудь такое интересное. Устраивать онлайн-концерты, тем более в таких помещениях, да, с такими инструментами, с оснащением, с светом. Это очень приятно, бесполезно. Что для тебя самое главное в жизни? Родные, наверное, чтобы они были здоровы всегда, чтобы достать люди. Это определенно есть самое главное. Ну и друзья тоже. Zeggen en ze naast zie hem naar uitgaan. Adem min ajas agar tak atipin. Kehotahulik kakegay ulak citom tas nak atika tuyak da tulaci. Eyegay doyukta en gönlüm naligin ondan min ukta ochos tas bolabin. Mandiri alaskan, malahan bukuyan, tongkurung ojoskan, toyon kılçorkuyan, en serin kiliskin, en bici jolkutan, min kumak kuyarbin, min ölüm utattan, utatar sürehim, utatar alihim, canla min bersiyehim, Tuhan Я подготовил для тебя блиц-опрос. Нужно отвечать очень быстро, практически не задумываясь. Так, готов? Поехали. Что появилось раньше, курица или яйцо? Курица, Айфон или Android? айфон, Борщ или якутский суп? якутский суп, Рок или поп? рок, Москва или Питер? Питер, Гитара или ударная? гитара. Что бы ты пожелал нашим зрителям? Конечно же, здоровье, и чтобы у всех близких было хорошо, и творческим людям, чтобы вдохновение, чтобы создавали и творились, не переставая, да. Спасибо. С вами был Иннокентий Амикан Лебедев, и меня зовут Егор Ефимов. И это Smart библиотека 203, наш проект «Встречаемся в Smart».
Всем пока!